Маш Дуалса, Хамсар Нокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Мои дорогие, я уже успела соскучиться по вам, точно так же, как и вы мне пишете, что вы уже скучаете, что вы заходите на канал, а нового ролика нет. Ну вот как-то не получилось, даже то, что я снимала, не получилось выложить нормально. И снимать как таковое еще ничего такого нет. Просто сегодня будет, вот я сейчас немножко с вами вам объясню, что происходило, как. Поставлю ролики, которые я поснимала, когда была в гостях. Ну, буквально какие-то минуты только везде сняты. Ну, потихонечку буду... Во-первых, я даже там снимала так, чтобы потом накладывать звук, наверное. Ну, озвучку свою сделать. Я не очень люблю это делать. Я люблю сразу снимать и общаться. Ну, так получилось. Сегодняшний ролик будет такой. А сейчас я просто решила сделать ужин нам. Что, ну, действительно, после праздников мы такие... уже и мясо видеть не хотим, и слышать о нем ничего не хотим, но тем не менее, у меня немножко осталось курочки замаринованной для цезаря. Пожарила, потому что пропадет. И капуста пекинская осталась. И немножко тут сметанки. Короче, все, соуса, сметана с майонезом, с чесноком. Все это остается, пропадет, выкидывать нельзя. Единственное, что торт мы выкинули, конечно, я в следующий год не буду покупать. Вообще, я даже не знала, что мой сын покупает торт. Я немножко один кусочек съела этого торта, он мне не понравился совершенно. Не знаю, доживем ли до будущего праздника, но покупать, по крайней мере, торт я больше не буду на праздник. Пустая трата денег. Потому что целый день мои на выезде, вечером они даже не притрагивались к еде, к тортику, утром тем более они торт не хотят. Они не очень любят вот эти вот покупные торты. Просто из-за того, что он услышал, что я по телефону сказала, что у меня праздничный стол будет без тортика, он привез, ну, купил, что было у нас, нашей кондитерской. Так, ну я потихонечку буду с вами общаться и резать свою курочку. Хочу цезарь сделать, друзья. Вы, наверное, уже поняли. Так, ну и что я хотела сказать, да, и вы знаете, когда мама была со мной, конечно, мне выезжать первые 3 дня, ну, никуда просто не было возможности, потому что все приезжали поздравлять маму, в основном после мужчин и женщины приезжали, поэтому мне приходилось все-таки оставаться дома. А сейчас мамы нет, они, конечно, уже мне надо самой ездить поздравлять старших моих родственников, получается, сестру свою двоюродную, свою сестру. Моя сестра всегда тоже приезжала со снохой, со снохами к маме всегда на 3-й день. И поэтому я практически никуда после праздника и не ездила, потому что получалось, в основном мне получалось их ждать из своих и моих заловок, ждать здесь, потому что они сюда обязательно приезжали. На этот раз я уже поехала всех поздравлять сама. Вы увидите, я поставлю вам, вот после моего этого разговора, поставлю обязательно, куда поехал. Ну, немножко небольшие, как я сказала, небольшие секундные такие ролики. Так, ну я цезарь буду делать, знаете, так, по-домашнему. Сейчас вот так вот все перемешаю. Просто лишь бы было вкусно. Тут у меня сметана, майонез, чесночок и чуть-чуть этого горчицы. Обычной горчицы. Так. Да я, наверное, и мясо сразу же сюда закину. Перемешаю, пусть будет так. Ну, когда я готовлю, конечно, я мясо просто кладу наверх. Салат тоже, как его... Соус тоже покрываю сначала, ну, поверх капусты. Я сейчас просто перемешаю и выложу на тарелку, помидорки положу, и все. Так, сухарики тоже мне не захотелось дома делать. Вообще, я покупаю для этого салата багет сухарики. Они очень красиво и выглядят, и смотрятся, и удобные. Но Ибрагим говорит, их не было. Просто купили такие сухарики. Ничего, пойдет. Лишь бы вот мясо, капуста это не пропало. Все будет нормально. Так, мне кажется, тут все-таки майонеза маловато. А, наверное, знаете, я сейчас это перемешаю, а потом поверх майонезиком еще вот пройдусь. Так, ну и что, была я в гостях. Я буду, наверное, я
Сделала без озвучки съемку. Придется мне ее озвучивать, хотя я не очень-то люблю эту озвучку делать. Ну и там я буду объяснять, где я была, у кого я была и что я делала, да. Побывала у сестры, побывала у заловок, побывала у... называть как-то словом мачехой тоже мне не хочется, но по-любому это мачеха моего мужа. У второй жены моего свекра была, там посидели очень тоже хорошо. Везде побывала у подруги своей, самое главное, она была очень рада, нежданчиком поехала к ней, и очень вкусно у нее поела, если честно. Что еще? Где я еще была? Я была в Чечне у своей двоюродной сестры, и мы собирались поехать еще к ее сестре, старшей двоюродной сестре моей, но она живет здесь, в Ингушетии, она у нее была там в гостях. Вы как раз там увидите, как мы с ней обнимаемся. Просто к ней хотела поехать моя сестра, и как-то у нее был диализ в тот день, а на второй день она сказала, что давай поедем вместе к двоюродной сестре старшей, и еще надо было поехать в Плиево к двоюродной сестре и брату маминому, к ним. Но у сестры не получилось, потому что у нее в тот день снова поднялось давление, и мы к ним не поехали, к сожалению. Ну, чуть-чуть попозже поедем, когда ей будет лучше. Так, сестре по-любому лучше. Вы там в ролике сегодня тоже увидите, что ей намного лучше, но вот она жалуется на то, что поднимается у нее давление. Вот так. А насчет праздничных дней как? Вот у нас 3 дня выходных, мне кто-то там спрашивал. Выходных, все 3 дня выходных. Раньше детские, я уже говорила, раньше детки ходили только первый день, и то, наверное, только до обеда. Сейчас даже на 3-й день ребятишки приходили. Благо дело, сладостей было куплено очень много, им всем хватило. И подарочки мы делали, хватило. Если я сейчас найду роличек, я вам покажу все-таки тоже без озвучки, это уже не актуально, потому что я и перед праздником снимала вечером. Но не получилось смонтировать без Ибрагима, я не смогла, потому что я уходила, пока я вам это все снимала, вечером уже, у нас и вечером приходит, вот завтра праздничный день, да, сегодня уже последний день, уже разговление, после этого соседи приходят, дети начинают приходить, и я как-то отвлекалась туда-сюда, и у меня как-то не получилась нормальная съемка, вот. Может быть, сейчас посмотрим, я поставлю, что я там деткам еще давала. Очень детки были рады подарочкам. Так, что еще? Да, вчера приходили, тоже будет в этом же ролике. Правда, Танзилу мы не снимали, она не захотела, потому что ей действительно очень плохо. Приезжали девочки с детьми, и старший внук приезжал, и Мадина с малышами приезжала. Но Танзиле вчера было настолько плохо, что они даже поехали в приемную больницу. Там ей обезболили. И, короче говоря, Танзила перед праздниками, вот вечером перед праздником, когда готовила заказ, она сильно обожгла себе ногу маслом, прям такие волдыри. И, скорее всего, она же и ходила после этого, и и заказ доделывала, и напрягла, наверное, ногу. Короче говоря, у нее нога воспалилась. Нога воспалилась, опухла, распухла. Она прям плакала, если честно. Нам было очень больно на нее смотреть. И Мадина настояла все-таки, чтобы... Мы хотя по телефону ее тоже просили, чтобы она сходила в больницу, но она не пошла. Так, делала домашнее там лечение, что-то. В общем, нога воспалилась у нее. В итоге пошли с Мадиной в больницу, поехали. Но там оказалось, что выходной же, воскресенье. Да, вчера было воскресенье было. Были только дежурные врачи-ординаторы, причем хирурга, ожогового хирурга не было. Ей назначили на сегодня. И сегодня они оставили со мной малышей. Поехали сначала с Танзилой в больницу. Сделали там ей, все, что нужно ей сделали. Назначили антибиотики, ногу тоже обработали, все такое. В общем, буквально, она уже уехала часа 2-3 тому назад, но буквально минут 5 тому назад звонила, что все-таки у нее и температура, и
и боли, и не очень еще ей хорошо. Мы будем надеяться, да, Эндели, что ей будет лучше. Конечно, ей не стоило до такой степени себя доводить, но это такой человек, что до нее достучаться очень сложно. Потом-то они приехали сегодня где-то, ну, где-то в 11-12 часов дня они приехали. И Мадине надо было уже ехать с Аишкой. У Аишки тоже выскочили под глазами прямо такие, я не знаю, я не запоминаю это название, какие-то. Один раз ей вырезали, но все равно и на том глазе, что вырезала, еще выскочила, и на другом глазике тоже выскочила. И ей нужно было провериться. Тоже ездили они к врачу. И будут, наверное, числа 19-го, сказала Мадина, они поедут в это, наверное, немножко с чесночком все-таки будет лучше, в Кабардино-Балкарию, нашу соседнюю республику, делать операцию будут там. Первый раз здесь делали здесь, но не знаю, почему-то этот врач ее сейчас не принимает. И будут ей операцию делать там. Так, тут немножко чесночка оставалась. Вот так вот. Сегодня целый день сидела с ними. В итоге ничего так путного не сделала. У меня очень много уборки, мои дорогие, очень много. Надо генералить на кухне, генералить там, в комнатах, везде. После того, как я готовила в этих шкафах, все надо убрать, перебрать, перемыть. Все эти со специями баночки помыть. Сначала оттуда специи убрать, потом помыть. Короче говоря, работы у меня очень много. Так, сейчас принесу еще сыр. Сыр у меня остался. Это я просто делаю по-домашнему. Конечно, если так на продажу или так как гостям, чуть-чуть иначе можно украсить. Так пусть будет все по-домашнему. Вот так вот. Не знаю даже, друзья, что я вам буду снимать, что ничего пока в планах нет. Сейчас достану сыр. Ну, походу, буду снимать все, что у нас происходит. Так, наверное, другого сыра не осталось. Остался у меня ламбер. Его и сделаем. Так. Что еще? Что я еще хотела рассказать вам? Так, пресный сыр оказался вообще не соленый. Раньше он был очень вкусный, но не знаю, на этот раз он совершенно не соленый. Так. Я замесила тесто, но тоже не показывала. Я не знаю, видно или нет. Вот я не знаю, что делать пока. Буквально перед тем, как включить камеру, замесила, оставила. И буду делать пирожки без ничего. Пышки просто на ужин. Ну, этот салатик поедят и пышки. Все. Вот. У нас жара. Очень было вчера жарко. А позавчера, когда я ездила в Чечню, ой, я не знаю, это было что-то. Мне было так душно, так жарко. Да, приехала оттуда, хотела снять и поговорить, и ролик снять, и доделать его. Куда там? Хотя вот только час езды у нас туда, час обратно. Сын посмотрел, 80 километров было до моей сестры. Но меня так это напрягла эта дорога, я не знаю, или жара, что вот резко стало жарко, или что. Вот я не перенесла эту дорогу. И давления не было, наоборот, оно было чуть-чуть понижено, 110 только. Но мне было некомфортно в этот день, поэтому ничего не снять, ничего я не смогла. Вот так вот. Что-то я вот до включения камеры что-то хотела сказать, но сейчас что-то забыла. Все, вот пока теперь буду делать наши пирожки.
Не пирожки, конечно, пустышки. Пирожки без ничего. У меня, когда я была маленькая, называла их моя племянница. Так вот, все. Не знаю, как у меня будет эта съемка, но Ибрагим мне не разрешил. Вот такой вот у нас салатик. Поверх сыра надо было, конечно, но ничего, пусть будет под сыром все. Лишь бы было вкусно. Все, так, 2 помидорки осталось. Ну что, мясо было очень вкусное, мясо этого бараньей ноги, ну не ноги, а я лопатку запекала, да, было очень вкусно, мне очень понравилось, тоже самой маринад очень. Также ребрышки были очень вкусные. В принципе, все было очень вкусно. Всем, кто заходил и поел, понравилось. Хотя в основном все уходили не заходя. Всем было некогда. Мало кто зашел. Ну, что поделать. Дело в том, что я вам уже и говорила, если дома нет девушки и нет молодой снохи, то им, конечно, не хочется меня утруждать. И поэтому они уходят, чтобы я не стояла и не обслуживала их. Поэтому надо срочно женить сыновей, да? Вы тоже это скажете, но, не знаю, пока достучаться до своих сыновей, чтобы они женились, я не могу. Все родственники тоже их просят. Посмотрим, что получится, женятся или нет. Значит, пока Всевышний не написал, не поставил точку, что им нужно жениться. Ну все, мои дорогие, пустышки я буду делать без вас, не буду затягивать. Сейчас я уже сконвертировала, ну как, написала, что, где, как. Мне надо будет сделать озвучку, как я вам уже сказала. И сегодня, вот видите, уже опять муха. Но мне надо сначала прогенералить здесь, потом повесить шторку. Надо будет, наверное, даже подбелить, подкрасить и потолки, и стены здесь, потому что все уже весна, уже надо потихонечку все как бы освежать, да? Будем освежать. Под навесом у меня много работы. Там в доме много, ну как работы, уборки, очень много уборки, все навалено, все с заказами, сами знаете. И Танзила меня просит: мама, давай делай заказы. Я говорю, мне несколько дней нужно все-таки прибраться, прийти в себя. Потом уже начнем заказы, наверное, делать, потому что работать тоже нужно, деньги тоже нужны. Сегодня вроде бы сыну предлагали работу несколько дней тому назад, но сегодня что-то они отказались. Пока второй сын будет работать дома. Дома тоже очень много работы. Ну вот как-то так, все вам рассказала. А сейчас посмотрите, как и где я была, наверное. Поставим в этот, после этого разговора я поставлю, где я была. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Мяш дахлши. Ну вот как-то так. Здесь мы приехали поздравлять с праздником семью моего свекра. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, будет без микрофона, скорее всего, я буду снимать, если сегодня, то буду снимать, а потом уже положу голос на съемку, потому что проводной микрофон все-таки сложно. Вот такая у нас погода сегодня. Еду к сестре. Сегодня 3-й день праздника нашего. Еду к сестре. Ну и по ходу еще к нескольким заеду. Вчера тоже была в гостях. Поставлю вам тоже небольшой кусочек, где была в гостях. Сегодня у меня и стирка была, и уборка была, и с гостей встречала. Все вместе. Ну все, поехали.
Это, друзья, я у своей подруги из кулинарной группы Ашат. Поехала к ней поздравить ее с праздником по дороге к сестре. Мама сам живет. Азианет резинка же ялсова. Может жериться на это сунда галатсın. Может жокри. Фариза. Ва Фариза. Hajot yiyecek. Ясın. Фариза ясın. Ясın. Hajalo Bahar hem de işte. مريمي فريزة وا فريزة خذيها حماش هاي بتشغل خادي. كان كوش أشياء موت تيجي مش تيجي مريم ديك خير. تيجي خيتة как ты ديك خير. Массанья тебя спрашивают про здоровье твое, я поэтому тебя снимаю. Все желают тебе здоровья. Давление только скачет, а так лучше. Ничего. На диализ езжу. Ну, вроде бы и без адикаю, хамдикаю намного лучше. Утром, вечером 2 раза езжу на диализ. Что цуха уже? А? Что цуха? Через день на диализ. День. Утром отвозят, в обед привозят. Пунтишка, а вы меня? يا باجي موني جويش تليك انكي مشن Я معودتي خادي что اي وتيجي صبرتي А тут я приехала поздравлять жену дяди моего мужа, о котором я вам рассказывала в начале моих роликов, который нам, моей семье, очень помогал. А здесь я уже приехала к старшей своей заловке. Привезла деткам подарки. Вторая заловка тоже сюда пришла, она живет недалеко с ними. Тут мы очень хорошо посидели, долго посидели. Стол не весь накрыт, стол снова нам накрыли, но мы уже не стали снимать за разговорами, за приятными беседами. Мы не вспомнили о съемке, если честно. Друзья, это уже второй день, вернее, второй день моего путешествия. Я приехала в Чечню к своей двоюродной сестре. Вот там я и вторая двоюродная сестра, старшая. Мы тоже у нее в гостях, мы там встретились.